Вика, добрый день. Добрый. Дорогой доктор, уникальный человек. Наверное, это имя Виктория Тарба, которое самое часто употребляемое и часто встречаемое среди нас, абхазов, в тех случаях, когда нужна помощь, нужно спасти человека. И из Абхазии звонят, спрашивают, ищут друг у друга людей, и ты бережно как-то принимаешь на себя эту ответственность, эту ношу и помогаешь людям нести свет, здоровье, силы, возвращаться к жизни. Мне кажется, я не делаю ничего такого, что не делают другие доктора, когда к ним обращаются за помощью. Ты по жизни смелый или осторожный человек? Всего по чуть-чуть. Но в силу своей профессии надо иногда принимать волевые решения, и, наверное, это кажется смелостью. А вот это умение принимать волевые решения, ты пришла к этому в какой-то этап своей жизни или изначально ты была таким человеком, и ты видела опыт в своей семье, да, когда люди принимают решения? Или не только в семье, а в какой-то среде, в которой ты была? Как ты стала таким человеком волевым? Я об этом стала задумываться, когда однажды, вот в период ковида, когда мы активно помогали своим соотечественникам и отправляли в Абхазию необходимые медикаменты и оборудование, мне как-то один из моих друзей сказал: а ты вот не боишься брать на себя ответственность? Речь идет о больших суммах, о жизни людей, о препаратах. По какому принципу ты вообще? И я первый раз задумалась, что действительно я беру на себя ответственность. Для меня это как-то было всегда само собой разумеющееся. Наверное, правда, это идет и из семьи, и работа в реанимации новорожденных предрасполагает к быстрым и смелым решениям, наверное, когда речь идет на минуты, и тебе некогда думать, ты должен быстро принимать решение, которое потом отразится на жизни и здоровье ребенка. Ну, наверное, это целая цепочка, которая привела к тому результату, который есть сейчас. Ну, порой я не задумываюсь о том, что я принимаю волевое решение. Я делаю так, как считаю нужным, основываясь на своих знаниях и на каком-то, наверное, может быть, не очень большом, но опыте. А интуиция какое место занимает вот в этом процессе принятия решений? Достаточно. Да, очень часто, это может быть спонтанное решение, но потом я понимаю, что это, наверное, где-то какое-то интуитивное какое-то решение, которое было принято постфактум, ты понимаешь, что оно было верно. Не всегда, но чаще всего так. Вот есть такое интересное утверждение и целое, можно сказать, знание вокруг этого разворачивается. Ты парадигма, я парадигма. Особенно у Стивена Кови это присутствует. Когда, если ты имеешь возможность довериться тому, кто заботится о тебе, за тебя принимает какое-то решение, инициирует какие-то действия, и если вдруг этот человек ошибается, то и ответственность несет он. Да. А я парадигма основана на том, что я могу что-то начать делать сама, я ищу какие-то ресурсы для того, чтобы это воплотить. И если я выиграла, победила, это мой успех. Но если я ошиблась, то это и моя зона ответственности. Да. Вот в этой дилемме ты парадигма, я парадигма. Какую позицию часто тебе приходится занимать? За время своей работы я сталкиваюсь с тем, что очень часто родители перекладывают ответственность на врача. И у меня очень часто были ситуации, когда, первое знакомство, определенный возраст малыша, когда его, например, надо прививать, это болезненная тема вакцинации. Вы не будете нас уговаривать? Я говорю, вы знаете, это не моя зона ответственности. Моя задача в силу моих профессиональных знаний и опыта вам объяснить все плюсы и минусы. А решения должны принимать вы. Это ваша зона ответственности, это ваш ребенок. И ответственность за жизнь этого ребенка на вас, никак не на мне. И это очень часто даже со своими детьми. Не всегда я принимаю решение. Это коллегиальное решение моего мужа. Все, что касается каких-то семейных. Может быть, что касается здоровья, наверное, мое
слово решающее, потому что я понимаю, о чем идет речь. Но все равно это всегда коллегиальное какое-то решение. А в чем его решение приоритетное, супруга? В какой сфере Наверно, жизни? Во всех. Так сказать, что вот мы подумали, я решил, это не про нас. Это всегда общее решение. Мы всегда обсуждаем и образование детей, и поездки, и какие-то семейные события. Это всегда совместное решение. Ты работаешь с самыми маленькими, самыми нежными Да. людьми, да, с новорожденными, с детками. Требует от тебя таких знаний и решений, которые надо принимать, вот, может быть, в секунды или Быстро, в минуты, да. очень быстро. А где ты можешь позволить себе думать медленно и принимать решения не сразу, поэтапно, к чему-то апеллируешь, взвешиваешь? Я, в принципе, по характеру, наверное, человек склонный к быстрым решениям. Мне сложно долго. Мне надо все быстро. Здесь и сейчас. А в школе как ты принимала решения? И вот школе какая так ты же. была ученица? Твердая хорошистка. Я не была отличницей. Ты помнишь, В силу того, что мне нужно было все опять же делать быстро. Мне некогда было вот. Мне было скучно долго все это делать. И в институте было точно так же. ты быстро сдавала контрольные работы? Всегда. тетрадки? Я даже когда вступительные экзамены сдавала, в то время, когда я поступала, у нас не было ЕГЭ, и у нас был один шанс первый год, один шанс на поступление. И я сдавала вступительный экзамен по русскому языку, и нам давалось, у меня в этот день был день рождения, и нам там давалось 2 часа на весь письменный экзамен. Я написала, переписала, на все у меня ушло где-то час, ну, может быть, час 10. Я подзываю куратора, говорю, а можно я сдам работу и уйду? Они говорят, у вас еще час, вы можете перепроверить. Я говорю, да не, мне некогда, у меня день рождения, я хочу домой. Ну вот, я получила хорошую оценку впоследствии, как оказалось. Ну вот, и так оно, в принципе, по жизни, да, ну, всегда на повышенных скоростях. Я все-таки верну тебя, Вика, в мой вопрос М. про решение, которое можно принять медленно. И даже, знаешь, вот коварно, наверное, поступлю, Мгм. сказав, что вот если представить, что это финал жизни, и это некое последнее решение, которое ты примешь. Я не знаю, будешь ты принимать его медленно или быстро. Можешь представить такую ситуацию и какое бы решение ты приняла? И Сложный вопрос. Смотря какой финал. Может быть, его и не надо растягивать. тоже быстро? Тоже быстро. Вполне возможно. Но опять же, в силу своей профессии, к сожалению, я была свидетелем неоднократно ухода, в том числе и близких мне людей. И я бы хотела, чтобы это было быстро, потому что это было связано, наверное, с болью, и мне бы не хотелось, чтобы это растягивалось во времени. А если бы была возможность продлить какое-то состояние счастья и какого-то конкретно события из тех событий, которые уже были в твоей жизни, вот представить это событие, и чтобы оно длилось долго, что бы ты представила, что бы ты хотела повторить в своей жизни? Ну, наверное, хоть дети у меня и маленькие, но, наверное, растянуть вот этот их период взросления. Как я говорю, у меня любимый возраст от 0 до года. Я вот Вика, этот ты возраст говоришь очень правду? люблю. Да. И это не про служение, Нет, абсолютно. это про радость и про счастье? Да, меня не смущают ни колики, ни прорезывание зубов. Это самый интересный возраст. Он такой быстрый, У тебя 4 деток. Да, Ты, конечно же, скажешь, что все они очень разные. абсолютно. И я правильно понимаю, что ты, как мама 4 детей, сейчас подтвердишь нам всем, что кто-то уже интуитивно понял, кто-то теоретически понял, кто-то еще не дошел до этого, возможно, что вот вроде бы одни и те же родители, да? Делайте все то же самое, что делали с первым ребенком, или со вторым, или с третьим. А на каком-то из детей оно не работает. Все, что ты делала с первым или со вторым. Однозначно система сломалась на 4-м ребенке. Это вообще ребенок, который вообще не похож ни на одного из других. Абсолютно разные дети. У всех абсолютно разный характер. С кем-то более комфортно, если это применимо к ребенку. Но они все уже со своим характером, со своим видением мира, и тебе надо с этим считаться. Для меня это сложно,
Потому что, ну, может быть, сейчас это будет немножко звучать странно, там, как обычно это говорят, мы такими не были, но я вспоминаю себя, и я понимаю, что вот у меня такого общения с родителями не было. Хотя я абсолютно папина дочка, и абсолютно избалована была ребенок папой, но все равно у нас было другое общение с родителями. И вот так как мы сейчас стараемся прислушиваться к мнению своих детей, такого с нами точно такого не было. Я люблю очень выражение «не воспитывайте своих детей, они будут похожи на вас». Воспитание – это про пример. Воспитание – это же не то, что вот, ну, понятно, мы говорим, так не делай, туда не ходи, это неправильно, это стыдно, там, это вот так. Это, понятно, всегда присутствует. Но все равно воспитание – это пример. Дети транслируют то, что они видят. Я благодарна своему супругу, у нас одинаковое видение именно того, какими должны быть наши дети и как воспитывать. Если мы их наказываем одинаково. То есть у нас нет добрый-злой полицейский. Там мама поругала, папа похвалил, такого нет. То есть если мы их ругаем, то мы их ругаем одинаково. Если хвалим, то хвалим тоже одинаково. Но вопрос... Это было с самого начала? Изначально, абсолютно. Изначально. И причем вот дети у нас... Там, например, если старшую дочку, ее вот, что-то она там сделала, ну, понятно, слава богу, ничего такого глобального, страшного не делает, но вот что-то она сделала не так. Ее надо встряхнуть, и она понимает, что вот она не права. Средняя дочь, ей надо объяснить, за что ты ее наказываешь, и потом наказать. Иначе это будет обида и недопонимание, а тут, ну, личность. С мальчишками проще, мальчишки, ну, понятно, они как бы в силу того, что они мальчики, они... Тут надо немножко, тут больше папино влияние, и как-то я так немножко ухожу на задний план. Ну, в целом, конечно, мы стараемся их, естественно, они ездят часто на родину, они видят, как это в семье, как это большая семья, какие-то праздники, какие-то события. Мы стараемся, чтобы они это впитывали и понимали. Ты встречала где-то еще в какой-то другой семье, не в Абхазии и не абхазской, чтобы вообще вот эта установка, что это стыдно, так не надо делать, присутствовала? Если сказать про меня, я не встречала. Я это вижу и знаю только в нашем абхазском обществе. И сейчас я все больше к этому апеллирую. А вот видела ли ты? Наверное, нет. У нас не принято хвалить детей. У нас нет. Ну, как, в каком плане? Нас никогда не хвалили. И я считаю, что это, наверное, это в какой-то степени правильно. Я долгое время проработала в Российско-Израильском медицинском центре, который обслуживал и оказывал медицинскую помощь ортодоксальным евреям-хасидам. То есть он был при еврейской общине. И вот этот уклад еврейской семьи мне безумно нравился. Они хвалят детей. Похож на наш? Нет. Абсолютно отличается? Абсолютно отличается. Да, у них как бы большие семьи. Я помню свой шок, когда мне первая семья на патронажка. У нас молодая семья, у нас всего 8 детей. И я помню свой шок. Потом-то я уже привыкла, когда там семьи там 13, 14, 10, 12 детей. Это для меня потом уже в дальнейшем было просто. Но они хвалят своих детей, они их поощряют. У нас, к сожалению, ну, я лично про свою семью говорю, про то, как у меня в семье. Наверное, другие семьи хвалят. Мы все-таки не делай, не лезь, не Но ты взяла вот эту еврейскую модель на вооружение? Не смогла? Нет. А хотела бы? Ну, в чем-то, может быть, да, но нет. Я все равно... Нет, я хвалю своих детей, когда там вот есть какой-то успех в школе, да, там дочка приходит, говорит, мама, я получила 4. Я говорю, молодец, могла бы и 5. А потом думаю, зачем я это ей сказала? Ну, вот... Когда мы были маленькими, я помню, настольной книгой всех мам был Бенджамин Спок. Да. А что сейчас настольная книга мам? Ой, сейчас, мне кажется, не настолько. Сейчас социальные сети, мамские блоги. И вот это, конечно, когда ты приходишь на патронаж, мама тебе начинает говорить, а вот я прочитала, и ты понимаешь вдох-выдох, и спокойно транслируешь маме, прочитала это хорошо, но не всегда... Все это то, что пишут, достоверно. Я Спока очень люблю. И очень часто, кстати, отсылаю мам к этой книжке. Да, там много чего полезного есть. А можно я от вот этого блока наших вопросов и ответов про детство спрошу тебя и перейду, сделаю мостик, наверное, в один из непонятных периодов нашей жизни. И за этот период жизни, если я правильно понимаю, страна, власть увидели тебя и отметили твою работу, да, государственной наградой к периоду ковида. Вот
по прошествии какого-то времени, что главное, может быть, за этот период жизни, знаний, вот этого служения твоего, да, здоровью людей, какой вывод, какой урок ты извлекла? Самое главное, надо любить и ценить людей. И радоваться каждому моменту жизни, который у тебя есть. Все очень кратковременно, краткосрочно и быстротечно. К сожалению, были потери, невосполнимые потери. Казалось, вот вроде все хорошо, ты все делаешь правильно, а результат был неблагоприятным. И, наверное, безумно благодарна всем коллегам, которые работали на износ. В быстром темпе получали новые знания, потому что все же было неизвестно, непонятно. И действительно это была такая своеобразная война. Ну, в целом, наверное, врачебное сообщество победило, хоть и большими потерями. Если бы сегодня можно было что-то изменить, поменять вот в отношении к этой теме, что бы ты изменила? На что бы ты обратила внимание? Сложно сказать, все очень индивидуально. При том, что меня всегда тяготил один вопрос. Мы вот получили фундаментальное медицинское образование, течение инфекционных заболеваний, все это вроде все было знакомо. А вот в случае с ковидом оказалось все вообще не так. Не работали те знания, которые вы получили? Абсолютно. Особенно поначалу было вообще непонятно, какие правила течения этого заболевания, на каком из звеньев болезни на что воздействовать. И эти знания, к сожалению, пришли спустя какое-то время. В условиях с Абхазией коллегам было проще, потому что уже был наработан опыт в других странах, и они могли им воспользоваться. В нашей культуре это всегда тесное объятие, при встрече обняться, поцеловаться. Естественно, какие-то ритуальные мероприятия, к сожалению, траурные. Ну как не пойдешь, когда там какое-то горе у соседей? Надо пойти, надо уделить внимание. Большое скопление людей, и как бы мы ни просили вот этого разобщения, никто не прислушивался, опять же, в силу того, что все думали, это. Вот, наверное, вот в этом плане сознательность. Проводили какие-то увеселительные мероприятия, сфера общепита работала в полном объеме. То есть я понимаю, что свежий воздух как бы он помогает проветриванию от вирусов, но все равно вот эта изоляция, она бы, наверное, повлияла более Спасла бы благоприятно. жизни Да. людей. Хоть и история и не терпит сослагательного наклонения, но я думаю, что вот меры предосторожности, которые в дальнейшем были более активно использованы, если бы их приняли бы раньше, наверное, это было бы эффективнее и не привело бы к таким количествам потерь. Для Абхазии почти 1000 человек погибших от ковида. Это очень много. Ну, я точных цифр не помню, по-моему, больше 900. Ну, вот, мне кажется, для меня это прям фатальная цифра. А в чем ты себя чувствуешь наиболее комфортно? В управлении процессом или, собственно, в лечении? В лечении. Я клиницист. А у тебя есть какая-то своя типология родителей, их поведения, их стратегии отношения во взаимодействии с доктором, где ты уже, вот посмотрев на человека, понимаешь, что вот это Будет такой-то контакт, тип. нет, конечно. Да. Конечно. Можешь назвать условно это как 2 типа, 3 типа людей? Сейчас, к сожалению, большинство делится на «я ж мать», ну, такое условное, да, не люблю это слово, но как бы, и тех, кто действительно доверяет врачу. Я когда на первичный патронаж прихожу, я всегда родителям говорю, ну, особенно там в частном сегменте, там, когда ты приезжаешь к пациенту, я говорю чаще всего, у вас должен быть контакт с врачом. Особенно, когда это касается новорожденного ребенка, если нет контакта с родителями, не будет никакого эффекта от лечения. Я думаю, что многие мои коллеги скажут то же самое. Если есть доверие к врачу, тогда и лечение, и общение, и все это будет эффективно. Если какое-то недоверие присутствует, то смысла никакого. У меня там порядка 18 лет практического опыта. Я иногда позволяю себе сказать: стоп, давайте на этом прервем наше с вами общение, потому что я понимаю, что вы не слышите то, что я вам говорю, и не хотите следовать тому, что я вам говорю, а мне мое время дорого. Ты просто обрубаешь этот контакт, Да. или ты пытаешься сформировать доверие? Нет. Это сразу понятно, есть оно или нет. И Не надо прикладывать усилия в этом вопросе? Я считаю, что нет.
Потому что иначе тебя не хватит на других. На других, и на Родителей. своих детей, и на других родителей. Я считаю, что это неправильно. Тебе либо доверяют, либо нет. А когда это просто, ты просто модная на рассылке, как говорил мне мой один знакомый. Ну, для меня, например, было удивительно. Ну, наверное, я говорю, ну, наверное, зато хорошо есть эффект от того, что я делаю. И это радует. Тут же еще какой момент, когда человек к тебе в болезни обращается, тут больше про эмпатию, про человеческое отношение и про пропускание, наверное, его боли через себя. Надо подбирать слова, чтобы человеку объяснить, что ты хочешь. То есть, ну, как бы нужно быть таким, ну, модно это слово, эмпатичным, но все-таки правильно подобрать. А когда ты понимаешь, что это бессмысленно, и человек это делает только для галочки, тут надо эмпатию к себе проявить и уважение к себе. Как нужно принимать решение о том, кем быть в плане выбора профессии? Очень сложно. Я сама не хотела быть врачом. Так. Я изначально, я закончила в Абхазии 9 классов и в 98 году переехала в Москву к старшей сестре, чтобы закончить экстерном 10-11 класс и готовиться к поступлению. Я хотела быть лингвистом. Но в 15 лет мне казалось, что это прям идеальная профессия. У моей мамы был свой план действий на этот счет, и ее план сработал. И сейчас я могу сказать, что я не жалею о выбранной профессии. То есть это выбор мамы? По большому счету, да. И прости, что я перебиваю. И у тебя ни разу не было того, что я наблюдаю у очень многих людей, когда они говорят, что мама или папа или кто-то еще из родных, вы мне испортили, не дали мне возможность выбрать, и из-за вас я не реализовал себя, там, не пошла и не обучилась куда-то, где-то. Вот нет, абсолютно. ты открыто говоришь, это выбор мамы. И я ни разу не пожалела об этом выборе. Он был не открытый выбор. То есть она мне не говорила, ты будешь врачом и все. Это было все очень сделано так мягко, аккуратно, и у меня не было возможности сопротивляться. Друг нашей семьи, начмед 31-й больницы, Рима Александровна Маслова, ну, мы к ней пришли в гости, и она меня так, ну, такая сильная женщина, там такой тон общения. Здесь, в Москве, 31-я городская клиническая больница. Она тогда была начмедом, потом она была и главным врачом больницы. И она меня спросила, ну, там тебе 16 лет, ты вообще с профессией как-то определилась? Я говорю, я хочу быть лингвистом. Она говорит, лингвист это что? Я говорю, ну, там, переводчик, вот я поступлю в институт Мориса и Тереза, буду изучать языки. Она так на меня посмотрела снисходительно и говорит, так, послушай меня, ты заканчиваешь второй педиатрический факультет, заканчиваешь, поступаешь в ординатуру по гинекологии и приходишь ко мне сюда работать. Ну, то есть это таким тоном было сказано, что единственное, что я могла сказать, нет, ну, гинекологом я точно не буду. Она говорит, ладно, поживем, увидим. И позвонила коллеге своему, заведующему учебной частью кафедры пропедевтики, он пришел, она говорит, помогите, пожалуйста, моим друзьям, найдите преподавателей девочки, чтобы она за год могла подготовиться к поступлению в наш вуз. Ну, так оно и случилось, так и сложилось, что я поступила, и ни разу, ну, я не стала гинекологом. Там я старалась каждый год в день ее рождения приезжать ее поздравить, и когда уже я работала в роддоме, я к ней приехала, она говорит, вот, это ваш юношеский максимализм, почему ты не пришла на работу ко мне? Я говорю, у меня все хорошо, я работаю в реанимации новорожденных, мне все очень нравится. Она говорит, в какой реанимации ты работаешь? Я говорю, в 10-м роддоме. Она тут же при мне набирает телефон главврача. Она ей говорит, да, она у нас работает, все замечательно, все хорошо, спасибо большое. И она говорит, ну, молодец, что могу сказать? Я говорю, я вам благодарна, вы дали мне этот вектор направления, и вот он как бы привел к тому, к чему привел. А сегодня этот контакт у вас сохранен? Продолжается? Да, конечно. Ты маме говорила спасибо за этот выбор и за эту поддержку? Да. Когда в последний раз? Давно. Давай сейчас скажем. Вот сюда в камеру. Спасибо за то, что направила, за то, что дала жизнь и направила в нужном направлении. Спасибо. У тебя мама нежная, ласковая или суровая, строгая? Ну, наверное, строгая. Мы все достаточно строгие. Я, наверное, в какой-то степени копирую ее модель воспитания своих детей.
Я уверена, в этот момент, когда она увидит свою дочку, она будет плакать. От счастья. Ну, наверное. От того, что она такую дочку родила, воспитала. А кто еще из людей, ну, как-то вообще повлиял на твою жизнь? Я не про профессиональный выбор. Принятие решений, возможности продолжать диалог, даже когда сил нет продолжать этот диалог. Или у тебя вообще есть такая уже возможность никаких диалогов, если мне не нравится? Нет, конечно, нет. Да. Так Кто резко эти люди? обрубать это папа. Я абсолютно папина дочка. Абсолютно это тот человек, на которого я всегда хотела быть похожа. Это та планка, к которой я всегда тянулась и тянусь, наверное, сейчас мысленно тоже. Его, к сожалению, давно нет, но я все равно в мыслях спрашиваю его, как бы я поступила. Ну, как правильно поступить в той или иной ситуации. Моя тетя, папина сестра, Тамара Ивановна Кугония, тоже очень сильная женщина, которая много лет проработала министром просвещения. И когда меня иногда с ней сравнивают, для меня это самый высший комплимент, который можно получить. Она была, правда, уникальная женщина. И вообще у меня семья про сильных женщин, про сильных людей. И та семья, в которой я родилась и выросла, и та семья, в которую я пришла после замужества. Я горжусь ими, и мне очень приятно, что я их современник. И что я имею честь с ними общаться и жить с ними в одно время. С чем у тебя ассоциируется успех? Что такое успех в твоем представлении? Ну, может быть, это не очень правильно, но комфорт и благополучие моих близких. Чтобы им было тоже хорошо. А от чего зависит комфорт и благополучие, и чтобы им было хорошо? В твоих мечтах ты путешествуешь? Наверное, да. Куда? Ну, очень часто возвращаюсь в свое счастливое довоенное детство. Хоть оно было коротким, но я очень часто это вспоминаю. Это в прошлое. В прошлое. В в будущее будущем? мне вот сейчас я очень часто представляю себе, как дети подрастут, и я с ними буду путешествовать. И они сейчас там в школе проходят какие-то там страны, исторические моменты. Мне бы хотелось, конечно, чтобы они это увидели вживую. И Это я ты себе про это них говоришь. представляю. А про себя? А я себя по-другому не позиционирую. Одной мне не интересно. Мне интересно с ними. Мне хочется вот Путешествовать с ними? да. Делиться впечатлениями, делиться мнением. Все-таки я люблю быть одна, хоть это и большая редкость в большой семье. Но хочется, конечно, чтобы дети всегда были рядом и с ними делиться эмоциями. Ну, все-таки скажи, какое напутствие нашему проекту о мудрых женщинах Абхазии, который тоже похож на тот предмет работы, к которому имеешь отношение ты, Рождение? еще маленький, зародился только. Я не знаю, какое будущее у этого проекта, но можешь пожелать нам дать какое-то напутствие проекту о мудрых женщинах Абхазии. Я «Птица думаю, Феникс». что будущее у вас очень светлое и красивое. У вас очень хороший проект, где раскрываются... Вы такой интересный интервьюер, вы так задаете вопросы, что ты начинаешь в себе копаться и доставать из себя какие-то вещи, про которые ты, в принципе, и не думал. И это очень хорошо. У нас с тобой совпадает здесь мнение или разница? Я все-таки думаю, что когда люди открыто делятся своим опытом и могут сказать правильно или неправильно, я не знаю ответ на этот вопрос, правильно или неправильно они отвечают, но открыто. Вот этот опыт, он и самый ценный, может быть, в проекте, когда те, кто видят и слышат, с одной стороны, они могут узнать себя в таких ответах, да, а с другой стороны, мы говорим о родине, Да. об Абхазии, находясь и за пределами нашей родины, да, потому что, да, действительно, уже общаясь с самыми разными людьми, с самых разных профессий, я действительно вижу какую-то особенность, связанную, может быть, даже знаешь, с чем? С тем, что мы на этой земле, на абхазской, вот дети твои тоже ведь все время возвращаются на абхазскую землю, все равно несем какую-то обязанность, миссию, задачу оберегать свою землю. Обязательно.
Особенно Вот. находясь за пределами республики, ты для многих здесь, может, это амбициозно звучит, но ты представляешь свою родину. И по твоему поведению судят Да. обо всех. И вот в этой задаче, в этой миссии для нас, для абхазов, оберегать свою землю, оберегать свою родину, без мудрости никак не обойтись. Поэтому мы встречаемся с мудрыми женщинами Абхазии. Спасибо. Но мне, конечно, еще расти и расти до этой мудрости и понимания, но ответственность за то, что я представляю свою республику, она, конечно... Ну, опять же говорю, извиняюсь, наверное, это амбициозно, но я с гордостью говорю, что я абхазка. Горжусь тем, что я родилась на этой прекрасной земле. И надеюсь, что и мои дети также будут. Они знают, что это их малая родина, хотя они родились и выросли в Москве. Но они, даже мой там шкет, которому 4 лет нет, говорит, я ахаз. Я ахаз. Вот он, как бы, может быть, смысла еще в этого не сильно вкладывает, но он понимает, что на нем ответственность его дедушек, бабушек и его предшественников. Можно обняться? Обязательно Поблагодарить? нужно. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Спасибо. Свет и солнце. И я счастлива, что у нас в Москве есть Виктория Тарба. Уникальный человек, необыкновенная женщина, мудрая, красивая, солнечная. И можно вот сейчас еще раз сказать огромное спасибо родителям твоим. Спасибо. И братьям, сестрам, которые родили и воспитали эту девочку. Можно вот так по-абхазски сказать? И тому спасибо большое.